Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы рады встрече с вами в нашей программе «Культура малой Родины». Что такое культура малой Родины? Это понятие широкое, многогранное, а также это одноименный проект «Культура малой Родины» партии «Единая Россия», который направлен на поддержку детских театров в малых городах, а также на ремонт, обновление клубов в сельских территориях. Так называемый проект «Местный дом культуры». И по этому проекту в Башкортостане ежегодно 15 районов получают значительную финансовую поддержку. 92 обновленных клуба за 5 лет реализации проекта на территории Башкортостана с 2017 по 2021 годы. И 290 миллионов рублей. Эти серьезные средства идут не только на капитальный ремонт, укрепление материально-технической базы, но также на приобретение сценических костюмов, так называемой одежды сцены, приобретение музыкального оборудования, но и на укрепление материально-технической базы, покупку инструментов, ну и другие блага, в которых так нуждаются очаги культуры на селе. Сегодня мы предлагаем небольшой экскурс по тем районам, которые уже воспользовались в 2021 году благами от программы «Культура малой Родины». Наш маршрут пролегает через Абзелиловский, Белорецкий и Архангельский районы. Приятного всем просмотра! Милеш, Эхиреттер, Ешлик. Это поэтичные названия заслуженных коллективов народного творчества Российской Федерации и Башкортостана, прославленных фольклорных ансамблей и танцевального бренда Аскаровской земли, без которых немыслимо само понимание Зауралья, Карктытау. Более полувека они покоряют сценические площадки родной республики, России, в том числе и за рубежом. Впрочем, немало в крае самобытных народных коллективов с не менее яркой историей, заслугами. Ведь только в одном Абзелиловском районе 70 очагов культуры. Помимо Аскаровского, еще 14 сельских домов культуры и 57 деревенских клубов. Здесь также продолжают рождаться таланты, певцы и музыканты. Сохраняются богатые традиции, фольклорные сокровищницы, песни и народного танца. Что такое федеральный проект «Культура малой Родины» в действии? Первыми в Абзелиловском районе узнали жители Гусевки, когда осенью 2021 года в их родном селе состоялся долгожданный праздник. Ауылыбыздың егерлі қатын қызларының хөрмәтеннән авыр итегез. Выступлением народных хоров и танцевальных ансамблей воспитанников детской хореографической студии чествовали односельчан в обновленном очаге культуры. Все артисты и танцоры в ярких обновках, 10 новеньких гармоний в руках счастливых обладателей музыкантов. И сама сцена по-праздничному украшена, но главное, оборудована современной техникой звуковой и световой, освещена, как в городских концертных залах. Счастливы местные деятели культуры, руководители ансамблей, артисты. Помещения оборудованы под нужды местных коллективов. Есть и грим-уборная, и прачечная, чайхану планируют открыть. И местной ребятне будет чем заняться. Спортивный зал, бильярдная. Отныне есть кому, чему и где развернуться, ибо с 2022 года Гусевскому местному клубу присваивается статус сельского многофункционального клуба.
Ведь доселе в Абзелиловском районе всего лишь один клуб был со статусом многофункционального. Это в селе Баимово. По программе «Культура малой Родины» в прошлом году мы получили для Гусевского сельского дома культуры 8,5 миллионов рублей. На эти деньги мы приобрели одежду сцены, сценические одежды, аппаратуру, оборудование, мебель. В общем, Гусевский сельский дом культуры у нас стал сельским многофункциональным клубом. В Абзелиловском районе до 2022 года существовало 72 сельских клуба. Это самое большое количество клубных учреждений по республике. И вот в 2022 году уже у нас 70 клубов осталось. Все равно самое большое количество клубов. Работаем в полную силу. Даже во время карантина у нас все плановые мероприятия проходят. Согласно федеральному проекту «Культура малой Родины» партии «Единая Россия» по развитию и укреплению материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек Гусевский филиал муниципального автономного учреждения «Культурно-досуговый центр» Абзелиловского района Башкортостана получил финансирование в сумме 8 миллионов 547 тысяч 737 рублей. Выраженная в денежном эквиваленте сумма впечатляет, как и радость от народного праздника по счастливому случаю – возрождения любимого клуба. Абзелиловский район, который давно хотел участвовать в программе, наконец-то в 2021 году реализовал свои мечты на территории поселка Гусевка, который имел достаточно большой дворец культуры. Это советских времен доставшиеся строения, которые нужно было довести уже в 21 веке до ума, вдохнуть жизнь. Самое главное, конечно же, это люди, которые работают в этих клубах. И они нуждаются в этой поддержке. И эту поддержку они получают сегодня реальную, настоящую, ту самую, которую можно увидеть, потрогать руками, которую можно лицезреть. Благодаря партийному проекту «Культура малой Родины», который вот уже 5 лет реализуется у нас на территории нашей республики, как и по всей стране, в деревню Гусевка Абзелиловского района, которая находится очень далеко от Уфы, была выделена очень приличная сумма. В этом клубе сделали и новые костюмы, и оборудование, и музыкальные инструменты, одежда сцены. Вы представляете, как это все сейчас заиграет? Как это все сейчас востребовано людьми, населением. Ведь одним из важных пунктов реализации программы является прежде всего мнение людей.
И, кстати, это работает, именно так оно и работает. Сначала интересуются все-таки, что бы хотели сельчане получить на эти деньги. И учитывая, что наша республика очень богата талантами, причем именно все эти наши таланты народные, они как раз ведь живут где? Они живут в деревнях, в муниципалитетах. И вот это вот та самая поддержка, которая им нужна была как воздух. Сегодня она есть. И я думаю, что этот результат, то, что касается материальных вещей, вот то, что я говорил, костюмы, оборудование, одежда сцены, это то, что можно увидеть сейчас, все вот увидеть, потрогать, разглядеть. Но есть ведь еще и результат более важный, который будет с такой оттяжкой по времени. Потому что те дети, которые в этой деревне сейчас растут, они будут ходить в этот клуб в нормальные условия, заниматься танцевальными видами искусства, певческими, музыкальными. При этом они будут играть на хороших музыкальных инструментах, они будут в хороших, нарядных, дорогих костюмах. И, соответственно, люди, которые работают с этими детьми, у них ведь тоже появляется стимул. Это очень важно, и это очень большой, хороший задел туда в будущее. $290 миллионов рублей. Это цифры, которые на протяжении 5 лет реализовывала в Башкортостане «Единая Россия» по программе «Культура малой Родины», которая имеет 3 хороших направления. Это местный дом культуры, ну и, конечно же, театры детям и театры малых городов. Но начнем мы все-таки именно с местных домов культуры. Это 92 клуба с 17 по 21 год. Эльвира Ринатовна, цифры с вас? Цифры действительно очень хорошие. По этим цифрам, если мы в абсолютных смотрим по объему привлеченных средств, по количеству объектов культуры, мы, конечно, здесь в передовиках. Тут есть 2 объективных фактора, почему это так. Первый, мы на самом деле регион с такой большой сельской территории, да, и поэтому у нас очень много сельских домов культуры, которые требуют реновации. Это первое. И второе, это, конечно, то, что мы, имеется в виду команда проекта, это Министерство культуры Республики Башкортостан, Общественный совет проекта и, конечно, партия «Единая Россия». Мы все эти годы реализуем этот проект так, чтобы на следующий год, когда будут распределяться финансы, не было к нам вопросов ни в части дисциплины, ни в части качества исполнения. Поэтому я хочу поблагодарить всех, кто в этом проекте работает, начиная с конкретного директора клуба сельского, да, потому что за это время мы на самом деле научили работать наших клубных работников с федеральными деньгами, потому что в первые годы это были и проверки Федеральной антимонопольной службы, это были вопросы и в части конкурсных процедур, то сейчас между собой переговаривая, да, работники культуры, это и заместители глав районных администраций, они уже наработали такие практики, что могут на эти грабли не наступать. И, конечно, мы сегодня уже с удовлетворением можем сказать, что через наш проект уже прошли все районы муниципальные. И поэтому у каждого района сегодня есть клуб, через который они попробовали, как в этом проекте принять участие. Конкуренция очень высокая, и ежегодно, когда подают заявки, мы смотрим все-таки историю вопроса, что называется, да, как у нас этот район отработал в предыдущие годы, насколько рачительно использовали средства, какой мы получили социальный эффект, да, какой мы получили в том числе информационное сопровождение. Потому что, когда мы обновляем наши клубы, мы всегда ставим задачу. Наша задача не просто сделать красивые материально-технические условия, клуб, куда приятно приходить, да, но и сделать так, чтобы людей приходило больше. То есть должны появиться новые какие-то зоны активности, должны появиться новые форматы обустройства досуга. Да, и причем это должно быть сделано вот в коммуникациях с местными
местными жителями. Поэтому, когда мы смотрим готовые объекты, конечно, результат разный. Вот за эти годы, честно скажу, из этих клубов результат разный. Но всегда это лучше, чем вот до и после, если мы сравним. И более того, мы всегда говорим, когда наши клубы участвуют в проекте, то есть понятно, что разные по категориям, по количеству населения, то есть от больших районов домов культуры, да, которые вмещают там большое количество зрителей, до самых маленьких домов культуры в маленьких селах. И когда они участвуют в программе, мы говорим, если вы были до того тоже неплохо оснащены, например, вот районные дома культуры, вы дальше, пожалуйста, освободившиеся, да, там кресла, может быть, одежда сцены, передавайте дальше малышам, да, маленьким сельским клубам, для которых любая поддержка сегодня важна. Поэтому вот если брать в абсолютных цифрах, то 92 – это количество клубов, и ежегодно мы по 15 клубов входит в проект. Первый год у нас было 32 клуба, но мы поняли, что это такое, ну, размазывать тонким слоем, да, потому что ежегодное финансирование, оно варьируется там 50, 60, 70 миллионов, в зависимости там софинансирования, федеральное там финансирование, немножко регионального, муниципалитеты добавляют, ну, где-то вот в районе 60 миллионов держится эта сумма. И, конечно, лучше ее распределить между вот 15, да, но чтобы они смогли, что называется, под ключ сделать историю. Потому что когда мы делали 32, появлялись маленькие суммы, но которые сложно на эти деньги вот сделать так, чтобы преобразования были налицо. Здравствуйте, гости званые да желанные! Ишлинский сельский дом культуры приветствует вас! В один из декабрьских дней на Белорецкой земле прошел большой праздник. В селе Ишле после реконструкции открылся сельский клуб. Долгожданное событие для ишлинцев. Они ждали его на протяжении многих лет. Сколько переездов пришлось испытать местным деятелям культуры, вокальным, танцевальным коллективам, драм-кружку, что ютились то в школе, то в детском саду. И это долгое ожидание наконец-то закончилось. Потому неудивительно волнение Лидии Петровны Амировой, заведующей клуба, ее коллег из фольклорного ансамбля «Сударушка», вокалистов «Аксескалер», юных артистов детского коллектива «Фантазия», которые уже и не чаяли вернуться в родные стены. Здравствуйте, уважаемые односельчане и дорогие гости. Мы очень рады видеть вас и хотим поблагодарить вас, односельчан, и всех за поддержку, за те годы, которые мы переходили из здания в здание за 12 лет. 3 года мы были в школе, 3 раза возвращались туда, в здание. 2 года мы были в бывшем детском саде. Большое вам спасибо. Открытие обновленного Дома культуры после капитального ремонта стало событием знаковым. Разделить радость с ишлинцами по случаю возвращения на родную сцену приехали соседи, творческие коллективы, народные артисты из поселков Тукан, Зигазель, Олуэлга. Сейчас благодаря культуре, финансированию с республики, с районного бюджета провели капитальный ремонт, крышу, фундамент, полы, там, с той стороны окна заменили. Правда, красиво стало. Это для вас, жители. Продолжительными аплодисментами встречает ишлинский народ гостей, участников этого долгожданного концерта. Долгожданного, ибо за время пандемии люди соскучились по музыкальным праздникам, любимым артистам.
От людей на деревне не спрятаться, не уйти от девичьих глаз, не сойтись, разойтись, не сосвататься, в стороне от девичьих глаз. Ночью в роще такая акустика, уж такая у нас тишина. Скажешь слово любимой пустика, речь твоя все округи слышна. И вновь в Ишлинском клубе музыка и радостный смех, песни и зажигательные танцы. Все, казалось бы, как в старые добрые времена, но, пожалуй, еще лучше. Несмотря на сложный 2021 год, культура Белорецкого района сделала очень качественный рывок вперед. Это, конечно, ремонт учреждений культуры. Благодаря местному бюджету и помощи от политической партии «Единая Россия», а именно под программой «Реальные дела», мы смогли отремонтировать сельский дом культуры в селе Ишля и отремонтировать сельский дом культуры в селе Ахмерово. Кроме того, по национальному проекту культуры наконец-то начал строиться сельский культурный центр в селе Терлянск. Районы, руководители районных домов культуры, сельских клубов, те, которые уже вкусили благо от программы «Культура малой Родины», каждый раз хотят еще раз участвовать. Это, к примеру, Белорецкий район. Сначала у них Серменевский сельский клуб был первый год. В прошлом году, помимо автобуса, который они получили, у них также к концу года были отремонтированы Ахмеровский сельский клуб и Ишлинский, который скитался по детским садам. Это на протяжении десятилетий это была история. И, к примеру, взять Абзелиловский район. Более 8,5 миллионов рублей на одну деревню, но они ждали это давно. Я могу сказать, Агуль, потому что мы видим примеры, когда у нас муниципалитеты имеют у себя программу поддержки сельских клубов. Вот вы назвали Белорецкий район, соседний Учелинский район прекрасно на протяжении нескольких лет. Они за счет в том числе и муниципального бюджета, за счет партнерских, спонсорских средств, они и вкладываются в ремонт муниципальный, да, и еще даже строят новые клубы. Вот прямо в качестве примера могу сказать, что один из партнеров абсолютно с нуля построил клуб. То есть таких примеров по республике очень много, потому что мы видим, что запрос на учреждение культуры, он достаточно высокий. Вот, например, я сейчас представляю, у меня в округе есть Архангельский район, да, у нас есть населенные пункты, где нет клубов. То есть там, где нет клуба, жители в первую очередь просят, нам нужен клуб. Потому что народ у нас талантливый, и всегда очень много людей, которые готовы на добровольных началах, как волонтеры, да, что-то делать, народные театры, коллективы. И мы должны давать такие площадки. Поэтому, когда районы говорят, что мы готовы, мы только приветствуем. И поэтому то, что вы говорите, Белорецкий район, да, Белорецкий район у нас участвовал, они в этом году получили автобус для Дома культуры Инзери. Поэтому мы, когда вот на автобусы выходили, надо сказать, что это тоже практика была наша региональная,
в самый первый год у нас 2 района заявились на покупку автобусов, но в положении этого не было, что называется, на свой страх и риск. А сейчас мы можем сказать, что за эти годы у нас уже 19 единиц транспорта приобретено. И, конечно, это большое подспорье. То есть это начинается гастрольная деятельность между селами. На этом автобусе они могут приезжать на какие-то республиканские мероприятия, которые проходят в Уфе. Вот в прошлом году у нас автобус, например, приобрел вот Архангельский район РДК. В Архангельском районе мы знаем, что великолепно у них зилимские наши бабушки, которые тоже могут приехать на свой юбилейный концерт. Да? И поэтому, конечно, таких примеров очень много. Спасибо «Единой России» за предоставленную возможность русским узорам участвовать в проекте культуры малой Родины. Русские узоры живы, будут продолжать работать, участвовать во всех конкурсах. Теперь бы нам еще вот помогли новый костюм обновить. Когда наши зилимские бабушки, они давно мечтали об автобусе, и мы с главой района тоже договорились, что, конечно, это знаковый коллектив. Вот в каждом районе есть такой знаковый коллектив, да, вокруг которого история этого района, да, бренд этого района. И поэтому, конечно, это невероятная энергетика у этих, ну, их, кто там бабушка, кто-то там молодой. И самое интересное, что ведь они сейчас готовят себе и подрастающее поколение, то есть маленькие девочки сегодня ходят, обучаются пению, и у них огромный, просто невероятный репертуар песен. Вот я, например, из того, что слышала, вот ни одна песня мне не была знакома, хотя я считала, что я, собственно, знаю, да, русские народные песни. Поэтому, когда мы поддерживаем вот такие коллективы через наш проект, мы понимаем, что мы вносим вклад в развитие общей нашей культуры, общефедеральной, общероссийской. И, собственно, концепция тоже такая, да, потому что вот в этом году у нашего проекта будет такое особое звучание, потому что президент Российской Федерации объявил годом культурного наследия именно многонационального народа Российской Федерации. И я считаю, что наша республика, которая так очень бережно не только сохраняет, но и развивает культурные традиции всех народов, которые живут в регионе, вот очень показательно. Сохранять народные промыслы. Народные промыслы, да, и промыслы сохранять. И вот в этом году мы для себя приняли решение и на заседании общественного совета договорились, что в этом году, наверное, мы сделаем конкурс уже между самими участниками, потому что всегда интересно видеть презентации. Я не зря вначале сказала, что мы видим разные результаты. Хотелось бы, чтобы он был вот такого высокого качества у всех. Поэтому это такая комплексная история. И если наш проект помогает, так сказать, изменить подходы к этому, да, и где-то мотивирует муниципалитеты, чтобы они начинали тоже вкладывать, вот как говорите, там, Ахмеровский, да, клуб, если они начинают друг на друга смотреть. И потом я говорю, это еще вот возможность работать с деньгами, это для клубных работников, для работников культуры, заместителей главы. Это всегда какая-то новая практика, потому что это надо найти партнеров, это надо понимать, как это устроено, да, изнутри. Поэтому вот, конечно, легче учиться, когда есть у тебя федеральные средства, да, а потом можно сказать, а давайте мы на уровне муниципалитета тоже сделаем. Ну и потом, посмотрите, в 2021 году великолепно Республика Башкортостан принимала фольклориаду, и, конечно, мы были безумно рады, когда на фольклориаде вот именно точками притяжения стали те клубы, которые прошли через наш проект. Поэтому у нас вот инфраструктура, именно культура в этом плане очень сильно выиграла. Где обнялись Европа с Азией, башкирская священная земля нас встретила любовью и теплом. Благослови наши музы на века. А фольклориада – это событие мирового значения. Самый главный фольклорный праздник планеты проходил в Башкортостане. И, конечно же, наши коллективы, 50 районов, все были задействованы. Многонациональные фольклорные коллективы, весь цвет талантов прям по точкам, по направлениям работали.
и сами на себя как будто бы со стороны взглянули эти районы. К примеру, Белорецкий район присылает 2 шикарных видео. Они сделали с переводом на английский язык целый фильм специально для фольклориады, рассказывающий о фольклорных талантах Белоречья. И это на уровне столичных видеосъемок. Да практически многие районы так и работают, потому что за эти годы они также приобрели и видеооборудование. Они учатся, но приобретают они все-таки лучшее. Я была сама в день фольклориады в Белорецке, я помню эту атмосферу. То есть это невероятная атмосфера, то есть это был период пандемии все еще, да, и люди с таким удовольствием, да, вот такое межнациональное согласие, как белоречане умеют встречать гостей, с каким теплом. И гости вот были просто вот покорены таким дружелюбием, да, и поэтому это действительно вот большой шаг вперед. Потом надо сказать, что у нас многие районы ведь покупали аппаратуру, которую можно использовать на больших мероприятиях. Например, первый год в Учелинском районе село Учелы покупали аппаратуру, которую можно вывозить, например, для организации сабантуев. Это качественный звук, который позволяет устраивать любое мероприятие. И поэтому вот выносное оборудование, которое тоже покупали, это тоже новая возможность, то есть показывать свое искусство уже на больших площадках. Спасибо большое, башкортостанский народ. Замечательный, прекрасный, очень милый, очень важный. Культура ваша, культура наша объединяет людей. Да здравствует мир, да здравствует Башкортостан, да здравствует Белая речка и Белорецкий город, Белорец. До новых встреч! Устражском Владимирем! Здоровья всем! До новых встреч! И действительно, у каждого района на презентации есть что сказать. Есть какая-то своя изюминка, которую надо выделить. И всегда вот мы с районами разговариваем. Я привожу в пример те районы, где для презентации маленького дома культуры приглашают весь цвет района, да, то есть выходцы из этого района, которые уже на больших площадках сценических работают, да, это могут быть и артисты, могут быть и постановщики, и режиссеры. То есть это должна быть такая точка притяжения для района, такой проект. Поэтому мы на это нацелены, и я думаю, что в этом году то, что мы хотим сделать конкурсную историю, подстегнет сделать такую очень яркую, красивую презентацию участникам этого года. В этом году у участников очень большой шанс показать вот просто то, чего раньше никто не видел, потому что самое раннее выделение средств именно в этом году. Конкурс у нас состоялся еще в конце 2021 года. Деньги они получают раньше, чем в прошлые годы, и поэтому у них будет возможность в таком спокойном режиме пройти через конкурсные процедуры, все работы сделать и спокойно в сентябре показать то, как было и стало. Уважаемые телезрители и все, кому не безразлична отечественная культура во всем ее многообразии, во всем ее отражении. Надеемся, что представшие сегодня во всей красе районные дома культуры в Абзелиловском, Белорецком, Архангельском районах дали какой-то стимул развернуться и вам на местах. Ведь в следующих программах оставшиеся 12 районов тоже покажут себя. Это и Благоварский район, и Давлекановский район, и Гафурийский, и все, кто участвовал и победил в программе «Культура малой Родины» в 2021 году. Как и в прошлых проектах, мы прибегаем к помощи и содействию наших корреспондентов на местах, в том числе операторов. Это Ихсанов Фарид, Абзелиловский район. Благодарим вас, Фарид. А также Вячеслав Рудзит за прекрасный ролик с Архангельского района.
Ну и, конечно же, Вадим Бергалин, снабдивший нас прекрасным видеоматериалом с праздников фольклориады в Белорецком районе, с открытия Ишлинского дома культуры. И всегда будем рады представить нашим телезрителям ваши видеоматериалы, ибо пандемийные года все-таки не прошли для вас даром, и многие операторы на местах активизировались, в том числе благодаря нашему проекту, потому что в сельских домах, в районных дворцах культуры приобретается видеооборудование, в том числе профессиональные камеры. Итак, будем рады встрече уже в вашем районе, но и помните о том, что объявлен журналистский конкурс, и ждем работы в течение года от местных корреспондентов и в печатных изданиях, и местных телестудий. Итоги конкурса при благоприятных обстоятельствах мы подведем, Алла Берса, в конце года. А так, до встречи, наши уважаемые телезрители.